Надписи на стенах, окнах, разбитые фонари и мусор. Центральные улицы умного города просто не узнать. Жители столицы бьют тревогу. Город страдает от рук вандалов, которым, видимо, не дает покоя развитие Магаса, как одного из самых современных, а главное чистых городов на Кавказе. Проспект Зязикова, к примеру, можно смело переименовать в улицу разбитых фонарей. Каждый второй столб нуждается в замене плафонов. К слову, разбитыми стеклами вандалы решили не ограничиваться. Они пошли дальше и оставили весточку от себя на память в виде салфеток, бумажек и целлофановых пакетов. Я периодически выхожу, я вижу, что сломан фонарь, вижу, что вот мусорят. Вот это больше для меня, кстати. Я вижу, что везде валяется мусор, но тут периодически это все убирают, и, соответственно, чисто поэтому. Но так и видно бывает, что мусор бросают. Это, конечно, я вот даже своим детям всегда говорю, не мусорьте. Вы видите, чтобы мама когда-нибудь что-нибудь бросала? Ну, они говорят, нет, и, соответственно, я говорю, вот видите урну, вот бросьте это в урну, не надо это бросать вот где попало, потому что везде чисто. Если вы хотите, чтобы было все чисто так же, то, соответственно, надо эту чистоту соблюдать. Парадокс заключается в том, что в Магасе буквально на каждом шагу установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Но некоторые посчитали, что запихивать пластмассовые стаканчики и этикетки в контейнер для приема люминесцентных ламп и ртутных термометров гораздо удобнее, чем в обычный мусорный контейнер. Досталось от нарушителей современным лавочкам. USB-проем для зарядки телефонов сломан и выдернут с основанием. Ну а самым популярным объектом для хулиганов можно смело назвать книгоприемник. Выбивать стекла и заполнять его различным хламом, видимо, стало уже привычкой. А в этом книгообменнике, кажется, можно встретить все, что угодно, кроме самих книг. К примеру, мы видим провода от техники, разбитые стекла, это естественно, и, кажется, сами стекла, которые люди благополучно выбили и положили, так сказать, на место. От рук хулиганов пострадала и миниатюрная башня в парке рядом с площадью Алания. Здесь также разбили несколько плафонов на фонарных столбах, потресканные стекла на дверях современных остановок. Внутри сломан экран для обратной связи с мэрией. То, что город теряет свою красоту из-за небрежного отношения некоторых жителей, отмечают и туристы. Иван Смирнов и Анастасия Степанович в Ингушетии впервые и буквально поражены индивидуальностью и красотой Магаса, поэтому призывают бережнее относиться к своей столице. Завязывать, у вас одна родина такая красивая. Да, мы когда заезжали сюда, просто увидели такой, ты читал еще, что было написано. У нас одна родина, берегите ее. Да. На въезде в Магас был баннер. Мы на это очень обратили внимание, так что только это. Кому и зачем необходимо портить облик города, для благоустройства которого приложено немало сил и стараний? Как утверждают местные жители, в основном хулиганят подростки. В столичной мэрии прикладывают большие усилия, чтобы следить за порядком в городе. Но проконтролировать каждого нарушителя невозможно без помощи самих жителей. Несколько человек поймали, они школьники. Вызвали родителей, поговорили с родителями, вызвали их на совет. Ну а так с денежным отношением стафа не было, а так объяснили, пожалуйста, впредь не делать. И сейчас просим, не делайте, не ломайте, это же все для вас делается. Власти города считают, местным жителям необходимо усилить воспитательную работу с детьми. Ведь наполнить свое пребывание в городе полезным смыслом – лучшее, что может сделать каждый из нас. Для этого достаточно просто не портить то, что есть. Амина Бокова, Магомед Белакеев, Новости 24.